Когда-то давным-давно, в холодную зиму, прибилась к родовому стойбищу молодая женщина со своим маленьким сыном. Была она красивой и работящей. Любой мужчина взял бы ее к своему очагу, если бы не больной ребенок. Коросты покрывали маленькое тельце, он расчесывал их до крови, постоянно испытывая страдания. Старейшины разрешили остаться женщине в их стойбище, но только без ребенка. Ведь он никогда не смог бы стать хорошим охотником. Таков был суровый закон тайги. Женщина пошла с ребенком в лес, бросила сына в речку и побежала прочь. Но как истинная мать, она не смогла отказаться от своей кровиночки и вернулась за ним обратно. Ее глазам предстала удивительная картина. Ребенок сидел в воде и смеялся. Оказалось, что вода в речке была теплой, почти горячей. Легенда гласит, что мальчик вырос здоровым, положив начало сильному и могущественному роду. Лишь иногда, когда человека одолевал недуг, он провожал его до горячего источника, строго-настрого наказывая хранить тайну. Чудодейственный источник природы. Самое настоящее чудо. Интересно, кто же первый обнаружил его и окунулся? Когда нашли это место, это все планомерные поиски. То есть был режим, были поисково-оценочные работы, были, понимаете, найдено место, где вода теплее, чем в других речках. Вот на основании этого начались геодезические работы. Ну, в итоге в 1982 году я был начальником Девской партии тогда по железу, мы заканчивали работы, и меня попросили пробурить глубокую скважину здесь. Ну, перекинул свою лучшую бригаду, Мазакова Юры. Тут мы начали бурить, скважина была 1000 метров. И вот я могу сказать, что когда мы начали бурить скважину, мы пробурили тут 5 скважин. Это 6-ю мы бурили уже. На той стороне реки, в принципе, минерализация была очень минимальная. Там очень просто хорошая вода. Так как здесь архейские породы, граниты. И, соответственно, вода очень чистая, очень качественная здесь. В итоге, пока буровики спускались, я могу сказать так, что я приехал с женой, я только женился. Пока лазил с буровиками там вверх-вниз, смотрю, я потерял. А у нас тогда были зумфы по бочке, обрезанные, 25-ки. Я кричал, потом смотрю, лестница представлена, она в зумфе купается. Вот так началось купание. Потом я приезжаю, буровики семьи начали привозить там знакомых. И вот буровая работает, уже не до смеха было, снаряд летает, а тут, блин, елки-палки, народ купается. Мы сдали отчет, поставили корыто, вот такое, знаете, даже не ванна, а типа, знаете, вот корыто из жести сделанное было. Вот там 2 человека садятся друг на друга, смотрят, потом притащили кузов с 3-й автобазы, Магировский, заварили его, ну и понеслось вот. Тут чего только не было. Приезжают УАЗики, машины, там, вахты, все купаются. Вот он, знаменитый
знаменитый термальный источник Наход. Не терпится уже поскорее в него окунуться. Красота! Солнышко. Гидромассаж. Горячая! Как в детстве! На речке! Летом! Приезжайте поплавать, окунуться в теплый минеральный источник, набраться энергии. Смотрите, какое яркое солнце, морозное утро. Просто замечательно. Малонаходское месторождение минеральных вод славится геотермальным источником. Именно поэтому здесь в советское время планировалось строительство санатория всесоюзного значения. Но печальная история развала Советского Союза внесла свои коррективы, и эту идею благополучно забыли. Лишь в середине 90-х годов рядом с источником была построена база отдыха. В итоге, начинали с нижнего комплекса, потом домики все пошли, вот эти вот, понимаете. И все вот это так было, знаете, как-то так быстро все начало строиться. Конечно, его надо развивать сегодня, да. Есть бизнес-планы составлены. Мы должны были построить вот гостиницу. В воде была дана волшебная власть – стать соком жизни на земле. А в нашей с вами власти уметь этим пользоваться в свое же благо. Особенно, если это касается здоровья. А его, как известно, не купишь. Но, как говорили мудрецы, есть вещи, которые не придется покупать за деньги. Солнце, луна, ночь и вода. Местные жители знают десятки историй исцеления в этом чудодейственном источнике. Наш последний домик, там всегда становилась семья из Томута. Больные дети, они приезжали 2 года подряд, здесь жили по 2 недели, по 3 недели они жили. Детей, когда привозили сюда, значит, они еле-еле ходили. Вот он, смотрю, он дрова рубит. Потом афганцы тут лечились у меня. Рваные раны на спине от мины. Заживляет вода. Возрастные люди, да, они, в принципе, лечат ноги здесь. Гинекология женщин лечится здесь тоже, я скажу, что некоторые мои работники даже родить успели тут. Это самое. Привозили и людей с растяжением позвоночника тоже. Вот они жили в этом доме. Вот там муж носил на руках практически туда в бассейн. Но потом я смотрю, тут женщина какая-то там метет вокруг бассейна. Но она встала на ноги. Нормально все. Вы знаете, таких случаев много. Действительно, минеральная вода Находа эффективна в лечении болезней органов пищеварения, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Также применяется в лечении эндокринных заболеваний, сахарного диабета, нарушения обмена веществ. Используется при болезнях кожи и кровообращения, нервной и костно-мышечной системы. К слову сказать, единственным курортом, использующим данные минеральные воды, является всеми известный карпатский курорт Трусковец.
По заключению Томского НИИ курортологии и физиотерапии, а также Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, воды Малонаходского месторождения относятся к термальным, щелочным и минерализованным. Мы определяем, сейчас скажу, кремний, силициума-2 в воде, кальций, магний, железо, марганец, потом HCO3, потом фтор. Мы химию воды делаем, а бактериологический анализ по воде Находа делает санстанция. Но это минеральная вода, в общем-то. Очень много кремния, СО4, потому что там получается порядка 2 граммов на литр содержится сульфат иона. Остальных, кремневки довольно-таки много, силициума-2 около 40 миллиграммов на литр получается. Но остальные все те же самые, которые, как и кругом вода здесь находится. Скважинная, в основном из скважин, потому что солей довольно-таки много в этой воде. Показатели не меняются, одни и те же остаются. Там в пределах допуска все повторяются. Это единственное месторождение в республике, защищенное в ГКЗ. То есть эти запасы утверждены, стоят на балансе России. И, конечно, вот это все надо развивать, надо строить, строить. Я сейчас учет иду всех, да. Самые дальние были с Владивостока у меня приезжали люди. Потом ко мне приезжали люди с Алтая. Они тоже такие любознательные все. Из Санкт-Петербурга. У нас там нет горячих источников. Я была у нас в России только... Вот это 2-е место. 1-е место я была в Тюмени. Там тоже так же холодно, все в снегу. И тоже тепленькая водичка. Но больше мне понравилось, когда было минус 45 на улице. Холод для меня это больше минус 3 градусов. А когда ты в минус 45 здесь, это такой огромный контраст. И это очень чудесно.
деле температура термального источника в недрах составляет плюс 40. На выходе, конечно, чуть меньше, где-то 30-32, но эмоции зашкаливают. Несомненно, массу положительных эмоций вызывает непосредственное пребывание в воде под открытым небом, особенно в трескучие морозы. Это невероятное ощущение контраста и доставляет кучу впечатлений. Представьте себе только: зима, клубится пар, теплая вода, а из трубы и вовсе льется горячий поток. Все это и порождает неописуемый восторг. Такое же ликование испытывали в свое время и первопроходцы. Вот здесь стояла, на этой площадке, корыто. Вот здесь леса этого такого не было. И вот все в этом корыте сидели. И тут вокруг стояла гора машин. Прямо гора машин стояла. А вот если мы на 6 грян скважины остановились бы, да, там поток не такой большой был, да, и там 1,5 метра образовалась соль. 1,5 метра – это кальций СО3, сульфаты различные. И когда мы вот чистим скважину вот эту, да, ну вам показать, я, наверное, это значит, получается, вот такие кристаллы за 4 года вырастают. Вот в этом месте. Здесь просто перепад температур, земли горячие, а здесь холодно. И рост кристаллов очень ускоряется. То есть специально созданы как бы условия, чисто геологические даже, можно сказать, для роста кристаллов. Самые крупные кристаллы были 10 сантиметров. Ну вот смотрите, как соль растет, видите? Это нарастает, вот мы все очистили буквально 3 месяца назад. Наход начинался вот с этой скважины. Здесь их пробурено 2. Вот одна мы проехали мимо глубиной 1000 метров. И там была температура воды 23 градуса на выходе. Вот эта вторая скважина, мы хотели достичь температуры 42 градуса. Но у нас получилось 1764 метра скважина, да. И так как оборудования не было нормального, до 2000 мы не дотянули. Хотя у нас было по расчетам, что выход вот на забое этой скважины температура 42 градуса. Но в связи с тем, что здесь очень много водоносных горизонтов, просто много водоносных горизонтов, и нам пришлось обсадить практически 1350 метров сплошными трубами, чтобы сохранить температуру. И сейчас на выходе, вот прямо здесь на выходе, мы мониторим каждый месяц. Это замеряем гибель скважины, вот здесь вот бочка стоит. Потом мы замеряем давление и мы замеряем температуру. Сегодня на выходе, вот именно здесь, в этой точке, температура воды 32 градуса. Да. Ну, вот это почти километр тянется, поэтому здесь есть потери по температуре. Вода на выходе там 28-29, мы 2 градуса теряем. В Находе, кроме открытого бассейна, имеется еще и закрытый. Любители не столь экстремальных и острых ощущений могут пребывать в более комфортной температуре. Ну а если вы задались вопросом, почему здесь такие относительно маленькие бассейны, то вот вам и очевидный ответ. Все просто. Здесь четкий расчет потери температуры в зависимости от площади. То есть у нас получается 6 на 4 каждый бассейн. То есть минимальная потеря температуры, чтобы вода была хотя бы 28 градусов здесь. Приехать в Наход и не набрать минеральной водички так нельзя. Обязательно наполняем тару и увозим с собой в Якутск.
Богат этот удивительный край легендами и рассказами старых охотников, которые наблюдали за ранеными оленями и лосями. Окровавленные животные, собрав последние силы, добирались до таинственных горячих ключей. Целебная вода быстро заживляла раны. Их природное чутье знало, что в этих запрятанных горных ручьях течет особенная вода. С тех пор люди охраняют эти заповедные места, совершают обряды и берегут эти дары богов. Вода – красота всей природы. Вода жива, когда течет. Она жива, когда волнуется ветром. Она жива, когда дарит людям здоровье, а значит и радость жизни. Чудодейственные артезианские подземные воды, соприкасаясь с прошлым, готовят нам удивительное будущее. Если и есть что-то на этой планете поистине загадочное, так это вода.